Свежие могилы и венки, никаких указателей и населенных пунктов поблизости. Это специальное кладбище для жертв коронавируса. Находится оно в 50 километрах от Алматы. В небольшом грузовике привозят тела умерших. Процесс погребения проходит очень быстро. Люди в защитных костюмах опускают гроб в могилу, посыпают хлором и закапывают. На этот раз сюда привезли два тела. Одного покойника похоронили на мусульманской части кладбища, второго на христианской. Родственники умерших за погребением наблюдают издалека. Приближаться запрещено. Закончив работу, могильщики проходят дезинфекцию, сжигают свои защитные костюмы и быстро удаляются. Уже после погребения родственники подходят к могиле. Здесь теперь покоится мать жительницы Алматы Надежды. Женщина рассказывает, 2 недели назад ее 73-летняя мама сильно заболела. После госпитализации ей поставили диагноз двусторонняя пневмония. Коронавирус выявили уже после смерти. Хуже ей было, и мы решили вызвать скорую. И вот скорую вызвали, увезли в субботу в обед. Пока мы приехали, вещи привезли, звоним, врач уже сообщает, что резко стало хуже, поднялось давление, и она умерла. И они ее отправили сразу в морг, это было в субботу. Дали телефон, но мы не могли дозвониться. Потом сказали, что на ковид будут делать тест. Примечательно, что на специальном кладбище 32 захоронения, хотя по официальным данным в Алматы жертвами коронавируса стали 10 человек. В Алматинской области смертельных случаев не зарегистрировано. Откуда тогда появились еще 22 могилы? От чего умерли эти люди? Власти утверждают, у этих 22 умерших коронавирус сопутствующий диагноз, а не основной. Поэтому в официальную статистику их не включают. Основную причину смерти определяет соответствующая комиссия по летальным случаям, и на базе управления здравоохранения решается, коллегиально причина смерти, и соответствующие донесения по смерти от коронавирусной инфекции предоставляется в Министерство здравоохранения. Официально от коронавируса в Казахстане на сегодня скончались 35 человек. Сколько казахстанцев умерло с сопутствующим диагнозом COVID-19, не сообщается. В Минздраве отказываются раскрывать эти данные, мол, вся статистика будет доступна после завершения карантина. Между тем, Всемирная организация здравоохранения рекомендует странам включать в статистику всех погибших, у кого выявили коронавирус, независимо от наличия других заболеваний. Исключать следует лишь заразившихся, которые скончались в результате несчастного случая, и умерших от инфаркта миокарда. Ернур Душанов, Ганизат Оспанов. Настоящее время. Азия. Казахстан.